Наталья Подорова играет любимые композиции и, конечно, немного волнуется. Домбру в Эжвинской музыкальной школе она осваивает 5 лет. Говорит, звук инструмента ее просто восхищает. Я хотела, чтобы меня все видели, и хотелось больше не бояться концертов. Конкурс имени Налимова проходит раз в 2 года. И по традиции в нем участвуют балалайшники, домбристы, гитаристы. Дети от 9 до 16 лет. Прослушивания проходят 2 дня. В этом году за призовые места решили побороться и музыканты из соседней Кировской области. Я думаю, что у меня все получится, и я займу 1 место. Во время сольных исполнений в зале колледжа искусств зрители слушают артистов, сжав кулачки, и боятся даже пошевелиться. Репертуар музыканты зачастую выбирали сами, иногда помогали преподаватели. Конечно, на конкурсе приветствуется исполнение музыки коми-композиторов. Сегодня, например, звучат мелодии Валентины Брызгаловой. Прежде всего, любой конкурс для музыканта – это праздник. Это демонстрация его способностей. И это, конечно же, учеба. Тем временем к выступлению готовится старшая группа. В основном это ученики гимназии искусств при главе Республики Коми. Мне это важно, потому что я смогу ощутить себя сильнее, как-то уже не буду больше волноваться. Впервые возглавляет жюри этого конкурса народный артист России Сергей Лукин. Солист академического оркестра народных инструментов считает, что отношение к репертуару у участников отличное, а сам конкурс проходит на позитиве. Критерии оценки здесь у нас как бы такие, с одной стороны, профессиональные, потому что мы пытаемся видеть перспективу ребенка на будущее, там, что как он будет играть через 5 лет, через 10 лет, где он будет учиться. Вот, а с другой стороны, на этом конкурсе присутствуют определенные элементы радости, любви, вот солнышко выходит, и поэтому есть такой компромисс. Конкурс исполнителей на струнных народных инструментах завершится большим концертом. Анастасия Тюрина, Олег Костромин, телеканал Юрган.